Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В Сосногорске начался сбор предложений по выбору общественных территорий для благоустройства в ближайшие 2 года. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Массовая проверка. Инспекторы ДПС выявляли нарушителей правил дорожного движения. Подготовиться заранее. 1 февраля свою работу начнет приемная кампания в 1 класс. Новые правила. В 2019 году единый государственный экзамен претерпел ряд изменений. Жители города вновь могут принять активное участие в реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Первый этап программы стартовал во вторник. Это сбор предложений о том, какие объекты необходимо благоустроить в приоритетном порядке. Свои пожелания можно оставить онлайн на странице «Сосногорский район» официально ВКонтакте и через городские пункты приема заявок. Их всего 6. В управлении ЖКХ, библиотеке имени Якова Рочева, в Доме культуры «Горизонт», физкультурно-оздоровительном комплексе, Сосногорской городской организации инвалидов и Доме детского творчества. Добавим, предложения принимаются с 22 января по 10 февраля. По итогам рабочая группа отберет перечень территорий, которые могут быть благоустроены. Но окончательное решение будет принято по результатам голосования. Оно пройдет онлайн и в городских пунктах приема. Победившая территория будет благоустроена уже в этом году, занявшая 2 место в следующем. С середины февраля проезд в городском транспорте подорожает. Сосногорская ЭТП анонсировала повышение стоимости проезда с 16 до 22 рублей. Соответствующее заявление от автотранспортного предприятия направлено в региональное министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. Как сообщает пресс-служба администрации, глава муниципалитета Сергей Дегтяренко взял вопрос на личный контроль. С необходимостью обновления тарифа он согласился, но предложил перевозчику повысить стоимость проезда до 20 рублей, а не до 22. Руководство предприятия инициативу поддержало. В ЭТП также пояснили, что стоимость проезда повысится с середины февраля этого года. О точной дате новых условий перевозки будет сообщено дополнительно. 20 января этого года РЖД запустила продажу невозвратных билетов. Теперь пассажиры смогут выбрать – потратить на железнодорожный билет больше и иметь право его вернуть или сэкономить, купив невозвратный проездной документ. Он будет значительно дешевле, так как позволит перевозчику снизить риски убытков от возврата билетов. Пассажир сможет сэкономить от 5 до 20% от стоимости билета. Приобрести его можно будет только в вагоны типа СВ, купе и с местами для сидения и при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа. Иными словами, в нерегулируемый сегмент. Сдать такой билет можно только в крайнем случае. Внезапная болезнь или смерть близкого родственника пассажира. Либо при отмене или задержке поезда. Оформить возврат можно в железнодорожной кассе не позднее, чем через 5 дней с момента отправления поезда. В рамках профилактической работы с нарушителями правил дорожного движения сотрудники ГИБДД Сосногорска сегодня вышли на массовую проверку водителей. Подобные акции проходят регулярно как на территории города, так и за его пределами, в рамках которых все же получается выявить нарушителей. Подробнее в нашем материале. Превышение скорости, обгон в неположенных местах, а также управление автотранспортом в нетрезвом виде. По словам госавтоинспекторов, это основные виды нарушения правил дорожного движения, которые совершают водители. Только за прошлый год выявлено более 17 тысяч нарушений, из которых 198 – это управление автомобилем в состоянии опьянения. Подобные мероприятия проводятся с целью выявления грубых нарушений. Одно из грубых нарушений – это у нас управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Инспектора ежедневно нацеливаются на выявление подобных нарушений, но кроме того проходят массовые мероприятия, в рамках которого также выходят сотрудники, выявляют, пресекают. Причем в большинстве случаев именно такие горе-водители и создают на дорогах, как в городе, так и за его пределами, аварийные ситуации. Другими словами, подчеркивают сотрудники ГИБДД, пьяный водитель – опасность на дороге. Госавтоинспекция призывает в случае употребления спиртных напитков воспользоваться общественным транспортом, либо услугами такси, дабы не нарушать правила дорожного движения, не допустить совершения дорожно-транспортного происшествия. Инспекторы добавляют, что если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, об этом необходимо сообщить ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть полиции. Павел Дурников, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.
Добавлю, что ранее в целях профилактики аварийности и повышения уровня безопасности сотрудники ГИБДД проверили общественный транспорт. В ходе рейдового мероприятия было выявлено 2 административных правонарушения. В отношении водителей составлены протоколы. В настоящее время проводится проверка. В случае выявления вины должностного лица за выпуск транспортных средств с неисправностями ему грозит наложение штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей, а юридическое лицо понесет наказание в 100 тысяч рублей. Не за горами 1 сентября, и уже сейчас многие родители задумываются о том, как устроить своего будущего первоклассника в школу. И правильно делают. Приемная кампания уже началась, и откладывать подачу заявления в долгий ящик не стоит. О том, как правильно подать документы, в нашем следующем материале. 1 февраля с 9 часов утра свою работу начнет приемная кампания в 1 класс. В этом году у родителей будущих школьников впервые появилась возможность не стоять в очереди, а подать заявление дистанционно. На портале Госуслуг Республики Коми и на портале образовательных услуг, а также на сайте дети11.рф. Прием обучающихся в 1 класс по закрепленной территории у нас будет проходить с 1 февраля 2019 года по 30 июня 2019 года. Территории у нас закреплены постановлением администрации муниципального района Сосногорск от 23 января 2018 года. С постановлением, уважаемые родители, вы можете ознакомиться как на сайте администрации муниципального района Сосногорск, управления образования, так и на сайте каждой общеобразовательной организации. А уже с 1 июля по 5 сентября текущего года прием в общеобразовательной организации на вакантные места будет осуществляться независимо от места регистрации или места проживания. В случае отсутствия вакантных мест в общеобразовательной организации вы можете обратиться непосредственно в управление образования по адресу город Сосногорск, улица Пушкина, дом 1, кабинет 18. И в этом случае управление образования будет заниматься поиском вакантного места в школах города Сосногорска. Для подачи заявления необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность родителя, свидетельство о рождении и о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. В случае возникновения вопросов по приемной кампании всегда можно обратиться в управление образования города в кабинет номер 18. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. А вот эта информация уже для тех, кто постарше. В 2019 году единый государственный экзамен претерпел ряд изменений. Теперь выпускники текущего года при сдаче математики должны выбрать либо базовый, либо профильный уровень. Если сдающий получил неудовлетворительный результат, то он вправе изменить выбранный ранее им уровень для повторного участия. Что касается выпускников прошлых лет, то базовый для них запрещен, так как вузами не осуществляется прием результатов по этому предмету при поступлении. Также в ЕГЭ не будут принимать участие лица, имеющие высшее образование. Помимо всего, в перечень иностранных языков для сдачи с этого года вошел и китайский. В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году выпускникам необходимо до 1 февраля 2019 года написать заявление для участия в ЕГЭ. Выпускники текущего года должны сделать это в образовательной организации, а выпускники прошлых лет в управлении образования. Для подачи заявления необходимо предоставить копию документа об образовании, например, диплом о среднем профессиональном образовании или аттестат о среднем общем образовании, а также документ, удостоверяющий личность. Изменения также коснутся обучающихся 9 классов при сдаче основного государственного экзамена в 2019 году. Теперь для допуска государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования каждый обучающийся должен получить допуск в виде итогового собеседования. В каждой школе формируется комиссия по проведению такого собеседования. Результатом собеседования станет зачет, который даст право сдавать экзамен летом. Итоговое собеседование проводится не более 15 минут для каждого участника. Пройдет такое итоговое собеседование 13 февраля 2019 года. И необходимо за 2 недели до этого срока каждому участнику в школе написать заявление об участии до 30 января включительно. Просим обратить внимание на необходимость написания такого заявления в каждой школе. Для участия в государственной итоговой аттестации обучающимся 9 классов или их родителям необходимо написать заявление об участии до 1 марта, предоставив документ, удостоверяющий личность.
Лыжники Сосногорска взяли 1 золото на первенстве Коми, а тэквондисты сразу 8 первых мест на республиканских соревнованиях. Об этом короткой строкой. Сосногорская лыжница Карина Грибова взяла золото на первенстве Коми в индивидуальной гонке свободным стилем. Она стала лучшей среди 3 десятков спортсменов, вышедших на старт. В этой же гонке еще 4 лыжницы из Сосногорска заняли 6, 7, 11 и 21 места. Добавим, что сегодня, в заключительный день первенства, спортсмены соревновались в эстафете. 8 первых мест взяли сосногорские спортсмены на республиканских соревнованиях по тэквондо. Чемпионаты первенства Республики Коми по тэквондо версии ITF и WT проходили на минувшей неделе в Ухте. Помимо хозяев турнира, свои команды представили Воркута, Усинск, Сосногорск, Сыктывкар и Сыктывдинский район. Всего около сотни спортсменов. По результатам успешных выступлений наши спортсмены взяли 8 призовых мест, а также 2-е общекомандное место. В середине февраля впервые в своей истории Сосногорск примет соревнования высокого уровня – первенство Северо-Запада по рукопашному бою среди юношей и девушек 2 возрастных категорий. Оно пройдет с 14 по 18 февраля в спорткомплексе «Метеор». По результатам выступления будет сформирован состав сборных команд для участия на первенстве России, а также подготовлен спортивный резерв. А у спортсменов есть шанс повысить свое мастерство. Добавим, к участию в соревнованиях в каждой весовой категории допускается неограниченное число участников. А поболеть и увидеть, как проходят соревнования, на которые приедут спортсмены из всех регионов СЗФО, сможет каждый житель города. В завершении выпуска о погоде. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни немного потеплеет. Температура воздуха ночью и днем будет в пределах -17, -20 градусов. Сильного ветра не ожидается, но пройдет небольшой снег. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.